Здравствуйте, меня зовут Даурен, мне 32 года. Я ремонтирую инвалидные коляски бесплатно. Хотите узнать, как это получилось? Давайте я вам расскажу. Я был обычным парнем, женился рано, моя жизнь изменилась. Были трудные периоды, осознание того, что ты больше не будешь ходить. Но для меня пришло решение изменить эти стереотипы. Я хотел чуточку облегчить жизнь инвалидов в городе Алматы хотя бы. Я решил с друзьями открыть мастерскую по ремонту инвалидных колясок. Талдықорған қаласынан жіберді бұл колясканы бізге. Бұл колясканың мына несін жасап жатыр, артына ручкасын, чтоб машинаға сиятындай қылып бүгіліп алынып салынатындай. Поменяли камеры, заменили. С этого поставили на более новые подвешки. Определенных, конечно, сроков нету у нас. Зависит от коляски, от степени сложности коляски. Бывает, люди оставляют, и вот, на следующий день уже нужна коляска. Мы стараемся ее сделать побыстрее. Ты делаешь доброта, она возвращается десятикратно. Я в этом уверен, потому что это у меня на практике уже есть. Я 100% уверен, что делая добро, ты получаешь его в десятикратном размере. Мен ойлаймын, сервис ашып, оны төлем арқылы жасаса да, ешкім оны сынамас еді. Ол өте дұрыс болар еді, но дегенмен де Даурен бауырымыз үлкен сауапқа ие болып жатыр. Айтады ғой, талай сау адамдарды көріп жүрмін де, біліп жүрмін. Олар мысалы өмірде бір сәтсіздіктерге түңіліп кетеді. Өмірден қатты түңіліп ішіп, я болмаса жаңа наркоман болып түбіне түсіп кетеді. Бірақ Даурен бауырымызға қарап отырмын, таңғалып отырмын. Мен Даурен сияқты жігіттерге бас ием. Родители у меня с Катонска-Карагая, родители деревенские, хорошо воспитанные, да, и воспитали меня тоже хорошим, да, добрым человеком. У меня сестра, заботилась обо мне все детство. В детстве был, как счастливым ребенком. Бала кезінен ол өте ақкөңіл, мейірімді бала болып өсті. Біреу ренжітіп жатса да ешқашан қолын көтермейді, ренжітпейтін балаларды мектеп кезінен. Бір жаққа барғысы келсе, енді сабақтан кейін туған күнге или бір жерге вечер бірдеңеге барғың келсе, үйдің ішін бәрін тап-тағып жиып қоятын да. Анандай плита болды ғой кезінде. Сол плитаның бетін аппақ қылып известен сылап тастайтын. Сол мынауың не десе енді аппақ болып тұрсыншы дейтін. Онысы күйіп кетеді ғой, енді оны білмейді. Мы с подругой гуляли в парке, получается, и к подруге подошел молодой человек, парень. Такой он был весь в белые брюки, белая рубашка и белые туфли. Такой симпатичный мальчик, высокий, очень стройный, худой. И он, получается, был братишкой моей подруги. Тогда вот мы с ним первый раз познакомились. Даурен был очень веселым, всегда смешил, всегда на позитиве, был любимчиком девочек именно на нашем районе, где мы жили. В 20 лет уже я поженился.
с Дилярой, с нынешней моей женой. У нас есть дочка, дочке 11 лет. Поженились мы рано, около 2 года мы дружили. Жене было уже 18, мне 20. Ну, решили пожениться. Родители мои не были против, у нее были против, отец был против. Папа был против, он даже со мной неделю не разговаривал. Я единственный ребенок в семье. Потом пришел Даурен, решил поговорить с моим отцом. Ну, объяснил, что у нас все серьезно, мы хотим пожениться. И тогда уже папа дал свои согласия. Через год у меня родилась дочь, Аделия. Сейчас ей 12 лет. Аделия учится хорошо у меня. Также она занимается тайквондо. Скоро должна защитить свой пояс. Мне нравится этот спорт. Одобряю, что девочка должна постоять за себя. Привет, что делаешь? Было все как у всех, так скажем, да? Мы так особо о будущем, о стремлении, мы особо не задумывались. Мы как, ну, скорее всего, из-за того, что мы были молоды. В 2013 году я переехал в Алмату один. Хотел начать здесь карьеру по костоправому малярству. И работал уже здесь около полугода. Мне нравилось. Зарплата была высокая, пока не закончился срок моего удостоверения. После чего мне пришлось ехать в город Усть-Каменогорск. Подал заявку, прошло 2-3 дня, и мне исполнилось уже 25 лет. И мы с друзьями решили отдохнуть. Поехали на базу отдыха Ухтарма, где ночью я не справился с управлением и попал в аварию. Ну, я больше не потерял управление, а не знал местность. Дорога была новая. Я ехал где-то 80 км в час. Был подъем. После подъема оказалось, что есть поворот 90-градусный, где не было асфальта, и щебень лежал. Там меня и занесло. Со мной были друзья, 2 друга. Ну, с ними ничего не случилось. Они оказались, была машина Форестер. Они оказались в багажнике, а я вылетел уже с машины. Меня искали около 2-3 часов. Машина оказалась в Кувейте, а меня искали, я оказался каким-то образом за горой. В 10 утра звонит друг. Друг моего мужа, он общий наш друг, семейный, звонит, говорит, Даурен попал в аварию. Уже сколько лет прошло, я до сих пор не могу вспомнить тот момент, когда я это узнала и как доехала до больницы. Приехала в больницу, Даурен лежит на каталке, он смотрит и улыбается. Просто увидел меня и улыбается. Я думаю, ну, может, не хотел показывать, что ему больно, скорее всего. У него еще была рана на голове после аварии, ему это зашивали там. Она говорит, держи его голову. Я беру, держу его голову, она перед моими глазами берет и это все зашивает. У меня и так шок, и тут вот это все. Операцию сразу не делали. Дня 2 я лежал на вытяжке. Вот сюда вот в голову какие-то железяки воткнули, чтобы как позвоночник у него вывих было, чтобы он выровнялся. И оттуда гири висели, килограммов 8, наверное. Висела, и он сам смеется. Он лежит, чтобы пролежа не было. Получается, медсестра же приходит, переворачивает его, а у него здесь 2 железяки. И он всегда, смеется, лежит, ему больно, но он все равно говорил, мои рога зацепили, не зацепите мои рога. Қатты күйзеліске ұшырап, кейбір кісілер сияқты анандай күйзелістерге ұшырамады. Ол өзінің мінезіне қатысты ма деп ойлаймын, өзі сондай позитивный немене болғанда. Сөйтіп жатып, бәрімен шутеттап, басында аяғы да, қолы да қозғалмады ғой, қолы да, мойны да қозғалмады. Сөйтіп жатып, бәрімен әзілдесіп, бәріне әңгіме айтып, ешқашан бізге күйзелісін көрсетпеді.
осы уақытқа дейін көрсетпеді. До операции я чувствовал руки хорошо. Уже после операции у меня перестали руки работать тоже. Аяқ жүрмесе де тірі қалғанына Құдайға шүкіршілік еттім. Человек, когда попадает в такую ситуацию, в основном ищет реабилитацию, там, здоровье, да, но потом теряет какую-то жилку, мотивацию, потому что в основном не бывает результатов. Многим людям я бы посоветовал после года-два реабилитации, если нет туда такого успехов в том, что ты встанешь на ноги или каких-то результатов, я бы посоветовал заняться своей семьей, поставить на первое место свою семью, а не свое здоровье уже, и посвятить жизнь помощи своей семье и другим, вот, и стать полезным обществу. Именно после того, как мой муж попал в аварию, мы начали ценить друг друга, что действительно, что ближе нас уже никого нету. И мы в любом случае будем друг друга поддерживать. Это был момент до Даурена, который не думал о будущем, и Даурена сейчас, который ставит цели, идет к своим целям. Человек до и после, да, наверное, так. Ай, молодец! Ереке аспа, арттамын. Ай, амыраға! Когда Даурен попал в аварию, через полгода погиб отец. Было очень тяжело преодолеть этот момент, так как ты не можешь поддержать своих родных, мать, да. Было тяжело. Этот момент сделал меня, наверное, еще крепче. Поддержать мать, семью, то, что уже в семье главный стал я, это стало двойной мотивацией для меня окрепнуть, сесть быстрее на инвалидную коляску хотя бы и заняться, да, каким-то хотя бы делом, хотя бы помощь там по дому или обслуживание хотя бы самого себя. Тогда уже решили построить дом, достроить, получается, мы там добавили 3 комнаты, детскую для дочки, для себя спальню, ванну полностью, так как там не было, ну, санузла не было дома. Қай жерде туалет болады, қай жерде детский болады, қай жерде спальныйдар болады, бәрін өзі жасап, қандай материал алып, керектігін бәрін сызып, метріне дейін метрлеп, ағаларына айтып берді. Содан кейін ағалары 2 күнде сол көтеріп берді үйімізді. Екеуміз ортасында қалып отырдық. Соны айтам, Даурен, енді мынаны үшін кім не дейді? Мама, саспа, алып кел. Алып келем бәрін, ана раствордымда сал, су құй. Соны өзі езіп берді ана неменемен. Езіп береді, соңын айтады, мен сені қазір үйретем ливка істеткенге. Сонан ол мені бүйтіп кәдімгідей отырып алып, үйдің үшін қалай ливка істететінін соның бәрін үйретті. Дом — это твоя, да, защита. И не хотелось выходить из дома, где окружали тебя родные. Боялся то, что общество не примет тебя таким, потому что ты не такой, как все. Каждый инвалид так считает, что ты не такой, как все. Все будут смотреть на тебя косо. Взять себя в руки было самым тяжелым моментом. Кімнен үлгі аласыз деген кезде
осы Ермахан Ибраим маған өмірлік үлгі, өмірлік кумир деп айтқан екен. Әрине ол мені қуантады. Әрине қуантады. Сол осындай характермен, осындай стремлениеменен мен ойлаймын, ол Дәуреннің қандай да болсын қиындықтарға мойынсұнбай жолы ашылып отырады. Алла тағала тек күш-қуат берсін Дәуренге, мықтылық берсін. Қиыншылықтар көп болды, талай жерге емге бардық екеміз, пойызда анандай специальный вагон болмады. Бауырым ана арқасына көтеріп алады да, көтеріп кіргізеді, мен артынан колясканы кіргіземін, сондай жағдайлар. Қазір Құдайға шүкір, әр вагон недерде пойыздарда немене бар, өзінің специальный вагондары бар, соған кіреміз. Через 1,5 года я приехал в город Талдыкорган на первую свою реабилитацию. Это был реабилитационный центр АСАР, где я познакомился с Ельдосом, у которого была идентичная травма, который научил меня, да, большинству, что должен знать инвалид, колясочник. Это всему я там научился, был, обрел самостоятельность более. Өзі бұлай шыт ұстап айтады, мама, кезінде аяғым істегенде басым істемепті. Енді қазір аяғым істемегеннен кейін басымда неше түрлі идеялар бар. Фитнес зал ашпақшы болды для инвалидов. Решил в Усть-Каменогорске сам открою такой реабилитационный центр. Сварили тренажеры с братишкой. Все сделал, тоже подал там на какие-то гранты, хотел тоже там открыть, уже помещение искал. Тоже по помещению были проблемы. Авария, она действительно колоссально поменяла нашу жизнь, скажем, просто перевернула полностью. После травмы уже, наверное, стал другим человеком, стал более сильным эмоционально в плане, в моральном плане. Очень стойким человеком стал. Как сказать, духом не упал сразу. Я понял, что это какое-то испытание, да, мое, что так и должно быть, раз это случилось. Принял это испытание. То, что он сидит в коляске, ну, это, наверное, не то, что минус, это просто это обстоятельства такие. Мы это не принимаем такое, что это как бы, ну, все, на этом жизнь остановилась, в коляске. Как бы нет, он живет, у него голова работает, руки работают. Мы просто приняли жизнь такой, какая она есть. И ничего менять не собираемся. Мне кажется, даже если бы мне сказали бы, ну, что ты выберешь, который живешь сейчас или который там, или другую жизнь, я в любом случае выбрала бы сейчас. Потому что действительно мой муж — это самый лучший мужчина. Мы с Дауреном живем, наверное, ради семьи, ради дочки, ради своих родных. Мы хотим помогать нашим близким, помогать родителям. Мы просто действительно переоценили жизнь с другой стороны. Хотим сыночка, дочку, дальше больше. Но мы к этому идем, все как бы впереди, и все по воле Аллаха. Мен жаңағы осындай мүмкіндігі шектеулі адамдармен тұрам ба, өмірімді ары қарай байланыстырам ба, менің бала шағамды кім бағады, тағы да көптеген сұрақтарға байланысты әйел адамдар кетіп те қалып жатқаны жасырын емес. Бірақ Дәуреннің әйелі қасында болып, Дәуренді тастап кетпей, бәрі жақсы болады бізде, мен сенімен біргемін, қасындамын деп айтқан жылы сөзінің өзі Дәуренге үлкен қолдау көрсетті деп сенемін. Ай, молодец! Айнал. Давай! Береги, Аспад! Дай! Давай!
Все, давай, близнецы. Жась! Опа! Чигур, пасты! Чигур! Так как у меня ребенок с особенностями, мы пользуемся коляской. Коляску выдают раз на 4 года или раз на 7 лет, в зависимости какую. Ломались где-то в течение года, максимум 2 она более-менее служила, и потом, грубо говоря, мы оставались без коляски. Потому что никаких ремонтных, никаких сервисов, вообще ничего не было абсолютно. Через общих знакомых мы узнали про Даурена, потом мы нашли его страничку в Инстаграм, поняли, что человек сам изнутри знает эту проблему, потому что такой же пользователь колясок. Я отправила к нему первую коляску, вообще не видя его на такси. Он ее сделал и привез обратно сам. То есть это было наше как бы первое знакомство. Когда коляска была готова, я спросила, сколько это стоит, и он сказал, что это не стоит ничего. То есть я как бы переспросила несколько раз. Для меня это вообще шок, что у нас еще кто-то что-то делает бесплатно. Ануар всегда был со мной, все вместе начинали. Жаксулык присоединился, вместе мы ходим на пауэрлифте, занимаемся там. Он поддержал нашу идею, мы сделали ему зарплату через центр занятости, он получает 75 тысяч тенге вроде. Ну, конечно, минимально, но какую-то зарплату, да, он имеет хотя бы. И у нас есть еще швея, ну, которая материал вот перешивает. Она с дома работает. Нападаем втроем, за день заканчиваем, сразу отдаем. Мы считаем себя очень полезными, не сидим без дела. И такая мужская работа нам очень по душе. Несмотря на все проблемы, на все трудности, он не брал деньги за ремонт. Вот это он очень молодец, я очень ему благодарна. Первые проблемы в этом спорте у меня состоялись в том, что потеряна чувствительность у меня на пальцах. Из-за этого этот спорт был тяжелым для меня поначалу. Но после непрерывных тренировок все равно какие-то результаты улучшаются. А поворотный ты сможешь? Он слабенький лучше. Держишь только на вот этой веревке. Теперь все. И здесь кончиком подушка совмещаешь, как в прицеле. Сейчас я являюсь кандидатом мастера спорта. В этом спорте очень сильно накачалась спина, мышцы спины улучшаются, также поясница. Лучше начал чувствовать, наверное, свои какие-то спинные мышцы, которые я до этого спорта не чувствовал. После ДТП, да, психически людей ломает это, то, что ты не можешь делать то, что ты привычный, да, просто ты ходил, бегал, занимался какими-то любимыми спортами. На психологическом уровне это очень тяжелая такая травма. Преодолевает ее, не знаю, не все, наверное. Этот момент преодолеть очень трудно было и для меня. Но я справился с этим благодаря родным. В первую очередь, наверное, я боюсь потерять родных. Это для меня... Я не представляю просто. Если я потеряю Даурена, ну или кого-то из родных,
Мне кажется, это самое сложное. Чего боюсь сейчас? Боюсь сейчас не добиться тех целей, которые поставил. Боюсь, что не доделаю то, что хочу доделать, да, какие-то вещи, показать, что я смогу это доделать, и хочу показать, стать примером таким, что вот я это сделал, я прошел вот такой-то путь, хочу научить людей, что можно из ничего сделать какой-то большой проект, не помогая только себе, помочь другим. Мен білмейді екенмін өзімнің баламды. Мен баламның ішіндегі ана несі қалай түседі өзім бір стержень деп айтады ғой немесе. Сонысы мықты екен деп ойладым. Для меня жизнь это семья, это друзья, это твое любимое дело, твой любимый спорт. И вести все это с такой доброй душой. Если делаешь какое-то доброе дело сам, тебя последуют такие же добрые дела. Так что давайте делать добро. Дәурен, ассалаумалейкум. Қалдарыңыз қалай, аман-есен, жақсы ма? Дәурен, бүгінгі әңгімеңді былай сырттай тыңдап отырдым. Сен осы сынақты айтады ғой, сынбастан, түңілместен қабылдай алдың да, және айтады ғой, Қазақстанда жоқ, номер бірінші осындай арбаларды жөндейтін арнайы цех аштың. Міне, саған сондықтан айтады ғой, бас иемін, сенің сондай күш-жігерің бар, олимпийский характерің бар. Сондықтан сенің қолынан бәрі келеді. Мен саған сенем, тек қана алға Дәурен, алға Қазақстан.